В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Прекрасная Сунна. Региональный общественный фонд продолжает осуществлять ежедневные благотворительные акции в месяц Рамадан, что включены в пакеты помощи. Совесть или деньги? شيء دورجك تد آسم يلشل وشوال استجي باخوا إهم مليل ديه النيس دات ومارغ رمضان بوت حرمت ديه. В республике проводит мониторинг цен на продукты питания в месяц Рамадан. Инновационная площадка. Это образовательный конструктор. В основном из него дети моделируют и программируют роботов. Чеченские школьники обучаются сборке и программированию роботов. Мадина Кураева ознакомилась с процессом. В Грозном почтили память погибших в результате терактов в концертном зале Крокус Сити Холл. Церемония возложения цветов состоялась в мемориальном комплексе славы имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Участниками выступили представители молодой гвардии «Единой России» и волонтерской роты боевого братства. Терроризм и экстремизм не имеют ни национальной, ни религиозной принадлежности, отметили собравшиеся. Мы осуждаем любую форму проявления терроризма. Терроризм не имеет ни национальности, ни религиозной принадлежности. И это то зло, с которым нужно бороться сообща всем миром, всем вместе. Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале о награждении отличившихся сотрудников полка «Ахмат Россия» Министерства обороны. Они были задействованы в охране государственной границы в Брянской области. Личный состав под руководством командира Заурбека Элимханова продемонстрировал высокий профессионализм при задержании террористов, совершивших нападение в московском Крокус-Сити-Холле. Операция проводилась совместно с Центром специального назначения ФСБ. Всего было вручено 12 медалей за отвагу и 20 ведомственных наград Минобороны страны. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает осуществлять ежедневные благотворительные акции в месяц Рамадан. Малоимущие жители 6 муниципалитетов получили помощь. Уже завтра аналогичная акция пройдет и в Грозном. Лейла Муртазова с подробностями. Хлеб и мясо, курицы – стандартный набор, который ежедневно доходит до каждого жителя нашего региона. Осуществляется эта поддержка в рамках масштабной акции от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в честь месяца Рамадан. Продовольственную помощь направили и в Веденский район. مصوري ونشكاء نخشي محكر حاول ما خأرة لقل والجدالة ومحكد عسلام ذا حجسة دينه الدولش نية تندير تنية حش قوش دال ديشة دال قبل دين ساعدويل. На каждый район рассчитано 7 тысяч кур и 21 тысяча буханок хлеба. Так, за выходные дни продовольственная помощь дошла до нуждающихся и малоимущих семей Утымкалинского, Шаройского и Серноводского районов. Далее акция прошла в Грозненском, Нажаюртовском и Курчалоевском районах. Жители не перестают благодарить руководство фонда в лице Аймани Нисиевны и главы республики Рамзана Кадырова за постоянную поддержку.
Каждый нуждающийся находится под регулярной поддержкой благотворительной организации вне зависимости и от священных дней. Данная акция продлится до конца Рамадана, ее масштабы с каждым разом становятся все больше. Лейла Муртазова, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. 7 тысяч кур, столько же бутылок лимонада и 21 тысяча буханок хлеба. Такую помощь получили и жители Гудаймесского, Веденского и Шалинского муниципалитетов. Репортаж Мадины Нусалчиевой. Ислам призывает к нас распространению мира и дружбы, единению и состраданию по отношению к людям. А одним из средств, способствующих этому, является милостыня, к которой призывает Всевышний. С начала месяца Рамадан региональный общественный фонд запустил масштабную благотворительную акцию, в рамках которой нуждающиеся семьи по всей республике получают продуктовую помощь. В этот раз наборы дошли до жителей Шалинского района. وي ريسبوليكا وي مخكع حور ديان بوكسن ديادك على وعسان اشتق دوغش اق وي مخدان ايمان يسا وي مخدا ولا اق رمضان حجيس دال قوبو سادول سيري ذات سنخ دقو ناغن غوخل اق مرغ داست عيق مرغلات Поддержка оказывается малоимущим, остро нуждающимся, многодетным и оставшимся без кормильца семьям. Всего в районе было роздано 7 тысяч кур, 21 тысяча буханок хлеба и 7 тысяч бутылок лимонада. Каждая семья, получившая продуктовый набор, безмерно благодарна за оказываемую поддержку от руководства республики, ведь помощь им приходится как никогда кстати. أنا أستلا دو دير جيز خليل دا قبل ساعة وقتي بزنديل دا ساعة يول بزنديل أما تاجينا سنكان تنتير رمضاننا تير دا ساعة يول قبالة أيوة كاتش دحكم شديريس وشون دا ساعة يول. Работа по распределению продовольствия ведется слаженно и оперативно. Список получателей готовится заранее. Огромную помощь в раздаче оказывают сотрудники администрации и волонтеры. Акция продлится до конца священного месяца Рамадан. Главная цель фонда – сделать так, чтобы помощь дошла до всех в ней нуждающихся, включая самые отдаленные районы республики. Мадина Нусалчиева, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Сотрудники Министерства по делам молодежи, а также активисты движения Ахмат и Путина приняли участие в акции «Ифтар в дороге». Благородная миссия инициирована министром по делам молодежи Ахматом Кадыровым. Волонтеры раздавали напитки и финики автомобилистам для совершения разговения, и водители благородно принимали помощь. Подобные акции будут проводиться ежедневно и повсеместно. Продукция приобретена за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Так марdas эту бачина продуктилерца кушера не сволчна широхан арвел цацахин волчна Министерство молодежи Кадыров Ахмат дает акцию хиш финикс дает так шорта нахол соучхол так марdas нахол дал шедуя дал дайбет пивапо. Продукты питания должны быть доступны, особенно во время месяца Рамадан. Ценовую стабильность контролируют представители правоохранительных органов и духовенства по поручению правительства. В условиях рыночной экономики цены на продукты формируются самим рынком. На выездных мероприятиях с продавцами обсуждаются рекомендации по снижению издержек на закупку и логистику товаров. Репортаж Турпала Тайсумова. Цены на продукты не должны быть завышены. С целью мониторинга справедливой стоимости продуктов питания представители духовенства и правоохранительных органов проводят обходы крупных рынков и магазинов по всему субъекту. Кадий городского округа города Аргун Юнус Даскаев дал понять представителям малого и среднего предпринимательства о недопустимости наживания на людях в период месяца Рамадан. سما خولش وجد وجما خولش هرم إشتر ويشتر أولش يغا تيرز ليرن ليلدر تيرز دو إز ليرن نيس ليلدر
Şu doç şişet yuh yeter Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti yaduiz. Talerç dinaha اش ناخنا يوتشلم حيان شين غلق لاغويلش او تيرزن نيسي ليلش ويما باخر هما شماخ تبيتش داق ناخن غلق يتش اغور نيخ برك الله دولش اغور اش قهيكشي شوت لامز مارخل چاني وشو داخل دادو يتش بدوشو شيخين لامز مارخ شو خل چاني عمليش عشدو شو عمليو شو دالش هورن او سومن غلق ميالخل يالخل شوشون شين تدورش قد آسم يلشل وشول استجي باخوا إهم مليل ديه النيس دات ومارغ رمضان بوت حرمت ديه تن حال دالهم دات مخلي حال دادغان شخان شوات بخيل يتشخل لها إتكيلا يتقي بخيز تدير مدويتون تو تسياش سوالر إذا مالدويون تو نتقص بيشي دال بيرك دويل. Религиозный деятель также отметил, что любой вид товара, будь то мясо или овощи, должны продаваться без сильных наценок. Спрос и так будет высоким, доход, соответственно, тоже, без всяких убытков для любого владельца. Аштерз нислилайчи далгергадуйона عملياش دقشو ناخن غوق دياش دقشو شجر هم إيتا إيتورم هم قالش خيناها شنا يالخوت شقسون أشتر تندل هو تبينا كرمضان بزبوط بو هو بتشوا نيخ تسيات شبدهم داتا هتناخ كتوه هم إيس دابيول ربو شون هيتسال تساتبوت تبالت شون تدولش شون خلش دول غوق دوي شون خوتش اللي شول باش خو اردوق از ميخ عرازنسا إتو إشخلايتلش إخاي قردوشوك إتو إشخلايتلش Все рейды проводятся согласно поручению главы региона Рамзана Кадырова. Он откликнулся на просьбы многих жителей о недопущении необоснованного роста цен на продовольствие, а добросовестные продавцы и производители обязательно покажут справедливый пример тем, кто просто пытается нечестно обогатиться за счет народа. Турпа, Лолита Исумов и Сайтамин Даутмирзаев. Вести. Чеченская республика. Чеченские дети обучаются сборке и программированию роботов в Грозненском технопарке «Кванториум». Это инновационная площадка, где ребята развивают инженерные и исследовательские навыки, а также изобретательское мышление через проектную и командную деятельность. Слово Мадине Кураевой. Здесь дети развивают пространственное мышление через работу с робототехникой, конструированием и моделированием объектов. Кроме того, важной частью обучения является формирование командного взаимодействия. Благодаря промышленной робототехнике осваивают самый важный элемент в современном мире технологий – навыки программирования. Важна каждая деталь. Когда я собираю робота, там бывают сложности, когда надо собирать, там что-то детали искать. И когда запрограммируют же, там бывают сложные детали, когда надо программировать уже. Эти шнури, видите, они подключаются к датчикам, вот, и они идут сюда. Если это не сделать, этот датчик уже не будет работать. Вот команда сам блок, потому что из-за него все идет. Именно его программируют и все так делают. Дети учатся создавать программы для управления роботами, разрабатывают свои проекты и прототипы, что стимулирует их решать сложные задачи. Это образовательный конструктор. В основном из него дети моделируют и программируют роботов. В данном направлении в Кванториуме обучаются 48 ребят. Воспитанники участвуют в различных соревнованиях. Первые места ученики забрали в ежегодном чемпионате СКФО по робототехнике, прошедшем в Республиканском комплексе общего и дополнительного образования «Квант». В моего направления участвовало 3 команды. У нас было направление гонки балансирующих роботов, большое путешествие. И 2 команды заняли призовые места. Непосредственно ребенок должен был собрать и программировать. На это давалось 1 час. А на конструкции, непосредственно на платформе, в конкурсе робот должен был проехать за 3 минуты определенное препятствие. Помимо промышленной робототехники, здесь еще 7 направлений. Эти ребята учатся на аэроквантуме. Знатоки по проектированию дронов. Адам и Магомед Эмин к соревнованиям готовятся основательно, каждый раз с новыми идеями. Мы одна команда, которые на прошлом конкурсе RoboShow заняли 1-е место. Мы подготовились к этому конкурсу 2 месяца. Мы делали этот дрон. Также мы представляли номинацию аэроквантум. У нас был проект Агродрон Gemini.
Он работал на большом электрогенераторе, который позволял летать ему около 10 часов. Детский технопарк «Кванториум» – это новый формат дополнительного образования. Здесь обучаются дети с 6 до 18 лет. Это не только место обучения новым технологиям, но и площадка для развития комплекса навыков, необходимых для успешного будущего в современном информационном обществе. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. 48 километров. Такова общая протяженность газопровода, проложенного в Грозненском муниципалитете с 2021 года. Программа социальной дегазификации реализуется 4-й год. За это время наша республика стала лидером в выполнении президентского поручения. Как идет процесс подведения голубого топлива в селении Кень-Юрт, поделится Валентина Гусевская. Увеличение численности населения приводит к расширению поселений и строительству новых спальных районов. Чтобы проживание в новом доме было комфортнее, в него нужно провести газ. В нынешних условиях сделать это гораздо проще с программой социальной газификации. В Грозненском районе уже выполнили большинство запланированных на год подключений. На сегодняшний день по Грозненскому району можно отметить, что план-график на 2024 год было заложено 154 адреса по подключению газотранспортной системы. Из них уже подключено 127 адресов, что означает 80% исполнения плана. Также хочу сказать, что каждый житель нашей республики имеет возможность подключить свое домовладение к газу. По условиям договора трубу с газом бесплатно проводят до границ земельного участка. С начала программы социальной газификации в 2021 году уже проложили 48 километров газопровода. Чтобы проложить газовые трубы, сначала трактором выкапывают траншею. Работники контролируют ее глубину и ширину, чтобы обеспечить безопасное размещение газопровода, который прокладывают на сотни метров. В дома селения Кень-Юрт газ в частные домовладения новостроек проводят постепенно, и уже есть счастливые пользователи голубого топлива. Кень-Юрт вахар ху аса газ заявк чуелир падатенир газигал дуккана яле бело хабах кан карсон уну дека сиха ölш газигар кар суна дедре солдал ордар окулканда меллахчунга işte gazoch o xaladır şiladır ay o problema xalar stah инц газаю шадек дека дедре солда солкы мелхашчуна. Чтобы провести газ в дом, необходимо подать заявку в филиал «Газпром» газораспределения Грозный или в местную администрацию, приложив правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, копию паспорта СНИЛС ИНН. Сроки подключения могут варьироваться в зависимости от удаленности земельного участка от уже имеющегося газопровода. Валентина Гусевская, Мовсар Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.